Почти 235 миллионов рублей алиментных платежей взыскано судебными приставами Башкортостана с начала этого года. В работе находилось свыше 19 тысяч исполнительных производств. Обсудим это, а также работу в период пандемии коронавируса и предстоящий профессиональный праздник вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Ильнур Махмутов, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, главный судебный пристав Республики. Ильнур Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем обсуждение с того, как ведется розыск неплательщиков алиментов. Какую картину видите здесь вы? Взыскание алиментов – это та категория исполнительных на которую мы всегда, конечно, обращаем особое внимание. Даже в период так называемой пандемии коронавируса мы ни в коем случае не оставили эту работу и, конечно же, принимали все меры для того, чтобы пополнить бюджет семей наших за счет взыскания алиментов. Поэтому такая сумма получилась. Она, кстати, чуть больше, чем было в прошлом году. Надо сказать, что из этих 19 тысяч наших должников по алиментам, большая часть, это порядка 60%, они платят алименты добровольно. Несмотря на то, что есть определенные сложности с трудоустройством, есть какие-то иные проблемы. Но все-таки основная масса наших должников добросовестно относится к исполнению своих обязанностей и эти алименты платят. Где-то, может быть, частично погашая имеющиеся задолженности, где-то периодически устраиваясь на работу. Там есть свои сложности, но они их решают. И вот остаются где-то 40%. Это те граждане, которые, да, в какой-то степени и уклоняются от уплаты алиментов, и где-то у них есть определенные сложности. Вот сейчас вот с той категорией, которая имеет просто сложности, которая хотела бы платить алименты, но не имеет такой возможности, мы работаем очень плотно. Помогаем, соответственно, трудоустраиваться. Даже сейчас мы с Министерством семьи и труда начинаем новый проект, который позволит вот этим лицам где-то переквалифицироваться, получить какой-то, может даже не совсем высокооплачиваемый, но все-таки труд, чтобы постепенно выходить из этой ситуации, платить алименты и может даже и воссоединиться со своей прежней семьей. А как это будет осуществляться? Это нигде не говорилось еще до этого. Этот проект пока еще в пилоте, он, скажем так, не масштабирован, он апробируется только в ряде наших районов. Все это будет делать на основании социального контракта. Оставшиеся категории, где-то 15% наших должников, это та самая категория, с которой надо очень плотно заниматься, работать. Это те лица, которые уклоняются, пытаются спрятать свои имущества, активы, доходы и так далее. Вот эта категория, да, конечно, проблемная, но это та категория, с которой и надо работать очень плотно и очень, может, даже и агрессивно. Вот из этой части как раз-таки есть люди, которые иногда позволяют себе скрываться, не появляться по вызову пристава. С этой категорией мы работаем путем розыска. Вот если мы в этом году объявили в розыск и отыскали порядка 1500 должников, из них почти половина это должники по алиментам. И надо сказать, что где-то в 99% случаев мы этих должников находим, потому что в современном мире невозможно просто спрятаться от определенных систем, баз данных и так далее. То есть эта работа проводится, может быть, не сразу, есть какой-то период времени, но эти должники находятся. Но при нахождении, естественно, принимаются определенные меры реагирования, это административная практика, и уголовные дела возбуждаются. И мы, соответственно, практикуем очень такой эффективное профилактическое мероприятие, так называемое размещение биометрических данных. То есть это фотографии, которые появляются в средствах массовой информации, это размещение этих фотографий на определенных стендах, где накапливается большое количество населения. Это позволяет не просто найти этого человека, то есть, да, эта цель тоже достигается, там есть помощь населению в этом плане, но это профилактика, как раз в отношении тех лиц, которые пытаются уклониться от явки к приставу и пытаются скрыться от пристава-исполнителя. И, конечно, если мы их находим, да, применяем довольно-таки жесткие меры. Вот в этом году в отношении указанных лиц было возбуждено порядка 2000 административных дел. А санкции там довольно-таки серьезные, это 15 суток ареста, никому это особо не понравится. И порядка около 940 лиц, которые ранее были привлечены к ответственности за неуплату алиментов, при этом продолжают уклоняться, соответственно, привлекли к уголовной ответственности. Ильнур Анварович, 2020 год завершается. Давайте обсудим несколько направлений, каковы там показатели. Вот фискальное направление, да, сбор, уплата налогов и сборов в государство. Каковы результаты здесь? Вы знаете, что государством нашим приняты беспрецедентные меры для того, чтобы поддержать и пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики и населения. И, конечно же, это определенным образом накладывает отпечаток и на нашу работу. Часть предприятий, которые также, даже если имели задолженности до 1 октября, этот срок еще был, соответственно, еще продлен правительством, был введен мораторий. Соответственно, мы не имели права и арестовывать, и заниматься взысканием просроченно, в том числе в пользу государства, фискальные платежи так называемые. Но, несмотря на это, нам удалось, применяя определенные
законные механизмы, законные способы заставить наших должников, убедить их в том, что необходимо платить задолженности в пользу государства. Это порядка почти 2,7 миллиардов рублей в пользу государства, это фискальные платежи. Эта работа, естественно, продолжается. И вот сейчас в преддверии окончания этого года, естественно, мы будем так же, как ежегодно это делаем, проводить определенные акции для того, чтобы убедить людей в необходимости оплаты необходимых вот этих налогов государства в добровольном порядке, так как 1 декабря у нас истекают сроки оплаты имущественных налогов, и мы, естественно, будем работать очень усиленно в средствах массовой информации. Ну и для наших телезрителей добавим, что также электронно можно все узнать на сайте налог.ру и оплатить эти платежи. Еще одно новшество появилось летом этого года, так называемый иммунитетный код, то есть социальные пособия судебные приставы не списывают, потому что они видят определенный код на банковском счету. Как работает система? В течение очень долгого времени была очень серьезная проблема, связанная с тем, что да, есть в законе определенные категории платежей, это пособия и иные платежи, которые даже при наличии долга по судебному решению взыскивать нельзя. И при этом, естественно, у пристава не было информации, что какие деньги поступают на эти счета, и было очень много проблем, связанных с тем, что эти счета блокировались или списывались. Но это до новшества. Совершенно правильно. Ну, вот в прошлом году с небольшой такой оттяжкой был принят закон, который вступил в силу 1 июня. Он позволяет, естественно, при перечислении этих денег проставлять специальные коды от 1 до 3. И в этой ситуации, даже если счет арестован, даже если пристав, он обязан по закону все эти счета арестовать, он арестовал эти счета, но те деньги, которые поступают как пособие при поддержке населения в период коронавируса, они определенным образом кодируются, и их банковское учреждение, по сути, не списывает. Поэтому это решает очень много определенных вопросов, проблем. То есть не надо возвращать эти деньги, и нет проблем, связанных с тем, что эти счета блокируются. Но, к сожалению большому, проблема до сих пор еще до конца не снята. Есть отдельный район, есть отдельные учреждения и даже банковские структуры, к сожалению, которые до конца этот закон еще не исполняют. Поэтому нам приходится очень жестко реагировать на эти факты. Вот если мы посмотрим, с 1 июня поступило порядка 600 таких обращений, которые связаны были с тем, что банк списал деньги, те, которые нельзя было списывать по постановлению пристава. Здесь, конечно же, это не вина пристава, это вина, соответственно, либо организатор, который перечисляет эти деньги на счет, либо это банковская структура. В отношении указанных лиц возбуждено порядка 40 административных дел. И эта практика, естественно, будет дальше продолжена. Хотя мы до этого проводили серьезный семинар, объясняли требования законодательства, проводили работу в средствах массовой информации. Но если такая ситуация случается, соответственно, мы принимаем эту жалобу от гражданина и реагируем очень жестко и оперативно. Ильнур Анварович, работа с коллекторами, какая картина здесь? В период коронавируса государством были приняты определенные ограничивающие их деятельность законы. И, конечно, они тоже уходили на удаленку, и, соответственно, активность на этом рынке была такая минимальная. Но, несмотря на это, нам поступило порядка 400 обращений, по каждому из них была проведена проверка, и мы, конечно, реагировали очень жестко, и порядка 1,2 миллиона рублей штраф было наложено. В этом году мы все-таки широко практикуем привлечение к ответственности именно руководителей этих организаций. Надо сказать, что среди них больше всего микрофинансовых учреждений. Коллекторы, которые находятся в нашем реестре, это минимальное количество жалоб, практически их нету. А вот злоупотребление со стороны вот этих микрофинансовых учреждений довольно-таки широко распространенный факт. И надо понимать, что есть закон 215 федеральный, который при работе этих коллекторов тоже наложил очень серьезные ограничения. Они не имеют права взаимодействия с населением, когда у него есть рассрочка, если он объявлен банкротом и так далее. То есть этот закон, мы стараемся обеспечить его исполнение полное. И при возникновении таких вопросов, когда все-таки коллекторы позвонили, вас беспокоили, мы всегда всем рекомендуем, обращайтесь к нам. Есть телефоны указаны на нашем сайте, есть страничка в интернете, там мы можем, соответственно, вам помочь. Еще два вопроса успеем обсудить до конца программы. Давайте поговорим, как работают судебные приставы в пандемию коронавируса, да, что изменилось в первую очередь. Очень много электронных приложений и так далее. Это облегчает работу и вам, и жителям? Мы, в принципе, и до этого были готовы перейти к так называемой цифровой трансформации, и вот эти сервисы, которые ранее были внедрены, они были очень востребованы в период коронавируса. Понятно, что мы не можем полностью закрыться от населения. Да, есть вопросы, которые необходимо решать непосредственно в контакте, но при этом сервисы, которые сейчас развернуты в нашей службе, они позволяют решать, по сути, все вопросы без посещения наших подразделений. Это кабинет стороны полупроизводства, это, естественно, единый портал госуслуг, на который мы всегда всех ориентируем. Там есть полная информация о состоянии ваших финансов именно в части исполнительного производства. Сейчас, буквально недавно, мы для города Уфы и крупных подразделений развернули еще колл-центр, так называемый,
называемый для поддержки населения по телефону. То есть возникающие вопросы, они решаются оперативно по телефону. Это телефон указан на нашем сайте. То есть все эти методики, все эти способы позволяют без контакта с населением решать возникающие проблемы. Но все-таки, если есть такая потребность и необходимо прибыть в наше подразделение, понятно, что необходимо записаться предварительно по предварительной записи и, соответственно, прийти уже, имея в виду, что необходимо иметь маску, пройти контроль на температуру тела. Но кроме того, у нас были очень большие вопросы, связанные с оформлением пособий. Да? Иногда при оформлении этих пособий требуется наличие справки от службы судебных приставов. И вы знаете, что есть понятие единого окна, и буквально недавно мы все-таки запустили в окончательном варианте сервис, который позволит при оформлении этих пособий, значит, не обращаться в нашу службу непосредственно заявителю, а получить всю информацию непосредственно в ФЦ или в той организации, которая начисляет это пособие. То есть необходимости посещать наше подразделение, просить, собирать какие-то справки уже не требуется. Это очень активная трансформация, которая приносит удобство жителям. Совершенно правильно. Профессиональный праздник 1 ноября у судебных приставов. Что бы вы сказали своим коллегам? Первое, что хочу пожелать, конечно же, крепкого здоровья. Понятно, что ситуация, связанная с коронавирусом, накладывает определенный отпечаток на этот наш праздник, хотя в этом году 155 лет нашей службе, но мы не будем проводить какие-то широкомасштабные мероприятия. Это будет обычный рабочий день, конечно, мы всем проведем их на посту. Пожелаю крепкого здоровья нашим ветеранам. И, к большому сожалению, тоже мы не можем их посетить в этом году лично. Естественно, поздравим всех по телефону. Я думаю, что они это поймут. И всем не болеть, берегите себя. Ну, от коллектива нашего телеканала тоже поздравляем с такой значимой датой, 155-летия создания и с профессиональным праздником судебных приставов. Спасибо, Ильнур Анварович. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.